Сегодня мы продолжаем нашу работу по поводу деятельности информресурса «Миллиард татар», как и обещали. Но с тех пор, правда, произошли некоторые новшества, о них я еще скажу. Прежде всего, я хотел подчеркнуть, что вот этот информресурс, он затрагивает множество тем, и по ходу разборок разных вопросов он не совсем качественными экспертами пользуется. Вот главным образом из-за этого возникают проблемы. И сегодня я хочу показать с моим коллегой Ильнаром Гарифуллиным, к чему это приводит. Но на самом деле, после того, как мы провели один такой разбор по финно-угорской тематике, мы слышали, что в результате организаторы этих передач подпали под немилость начальства, и их вызывали даже на ковер. Они получили большие нагоняи, потому что наши замечания были справедливы. Но вот этот ресурс, вместо того, чтобы признать свои ошибки, пошел по другому пути. Они стали обзванивать директоров академических институтов и просили слезно, чтобы те положительно отозвались об их деятельности. Даже вышли на начальство Академии наук в целом, и нашлись даже некоторые директора, которые, засучив штанины, пошли хвалить «Миллиард татар», этот ресурс. Я не скажу, что там ничего хорошего нет. Есть там хорошие вещи тоже, но мы-то ведем речь о некачественных аспектах деятельности этого ресурса. И вот второй вопрос, который возникает в этой связи, может быть, это конспирологические вещи. Мы внимательно присмотрелись к серии передач, которые затрагивали татарско-башкирскую проблематику. На самом деле были 4 встречи организованы, частично в Уфе, но в основном в Казани. И по ходу их обсуждений себя, конечно, экспертами назвали или обозвались, скажем так, люди, которые до сих пор особенно не были замечены в изучении ситуации в Башкортостане. Но, может быть, Рахматуллин из этой среды выделяется, потому что он, пока работал в реальном времени, писал на эту тематику. Но Минвалеев, который сейчас возглавляет этот процесс в «Миллиарде татар», и Рахматуллин оба работали в газете «Реальное время» и фактически были оттуда изгнаны именно за антитатарскую пропаганду, пробашкирскую. И поэтому довольно странно, что эти люди взялись за организацию встреч, чтобы защищать татарстанскую позицию. Ну, я так подозреваю, что было решение большого начальства по этому поводу. Может быть, наша Татмедиа решила, что они подходят для этого. Но то, что здесь рука Татмедиа присутствует, мы видим из того, что Арамис Латыпов участвовал, потом Ринат Белалов подключился к этим разговорам, хотя ни тот, ни другой никогда не были экспертами по башкортостанским делам. Ну, здесь это не так важно, а важно другое. Вот мы обратили внимание на то, что во время встреч там присутствовали со стороны Башкортостана люди, которые имеют отношение к башкирским информструктурам, но оппозиционно настроенные по отношению к современной действующей власти Башкортостана. Это Рауфа Рахимова и ее команда. И даже мы потом видели карикатуру Бузыкаева, который, как всегда, ухватил суть дела, где была нарисована картина, что Рауфа Рахимова со своей командой уходит в сторону Татарстана. Хотя это на самом деле не так, но видно, что наши деятели, назову их так, из информструктур татарстанских, в особенности из ресурса «Миллиард татар»,
решили за весь Татарстан действовать, за всю татарскую нацию и как бы обсуждать татарско-башкирскую проблематику. Ну, несколько рискованные занятия, я скажу, потому что проблемы очень сложны, и из-за этого приходится к ним тщательно готовиться для обсуждения. И потом, не будем скрывать, вот в этом налаживании дружбы между татарами и башкирами явно замечается московская рука. Был некий сигнал из Москвы, мы точно знаем, о том, чтобы мы бросили эти дрязги и наконец начали дружить. Ну, можно дружить, когда проблемы решаются, а когда проблемы не решаются, как можно дружить? Об этом не было сказано. И вот все эти внутренние аспекты этой проблемы, они фактически остались невыявленными. И так называемые эксперты, которые подключились к этим сложнейшим проблемам, они на самом деле весьма поверхностно действовали. И мы это сейчас раскроем по ходу нашей беседы. Ну вот первый вопрос, который возник у меня, когда я смотрел эти материалы, там, в общем-то, башкирская сторона, ну, в лице проуфовцев, она настаивала на том, что современное башкирское руководство, когда заводят дела с этномиссионерами, имеет определенные политические свои задачи, которые на самом деле сводятся к тому, чтобы консолидировать башкирскую общественность на противоборстве с Татарстаном, для того, чтобы самим сохраниться у власти. Вот, Ильнар, как вы считаете, вот это на самом деле так, нет? Как это выглядит со стороны Казани? Ну, это можно сказать частично, да, частично такой момент есть, то, что здесь руководство Башкортостана, нынешняя хабировская администрация, она действует по принципу «найди врага и объедини», как говорится, да, свою паству, да. В этом случае по своей пастве она понимает башкирскую часть населения республики, и она стоит на той позиции, что если мы поставим в образе врага как бы Татарстан, татар Башкортостана, да, как они считают, пятую колонну Татарстана внутри Башкирии, то мы сможем объединить башкир и заставим их забыть о тех проблемах, которые создает сама хабировская администрация, да, за последние 2 года. То есть это и проблемы в экономике, проблемы экологические вопросы, да, в том же Куштаусе и остальные проблемы с тем же башкирским языком, и таким образом отвлечь их от таких более для себя болезненных тем. Такой момент есть, существует, но все-таки надо быть более последовательными, и не стоит так слишком упрощать эту ситуацию, да, то есть если нет проблемы, если нет основы, фундамента, то как бы ты ни старайся, то высосать из нуля проблему, создать ее и обратить на нее внимание, актуализировать практически невозможно. То есть все вот эти последние 30-40 лет, та ситуация, которая была в Башкортостане с правами татар Башкортостана, татаро-башкирским вопросом в том числе, то она была, она существует, она продолжается, и сейчас она только усугубляется. То есть она не появилась 2 года назад с приходом администрации Ради Хабирова. И поэтому не стоит так упрощать. Я вот просмотрел вот эти несколько стенограмм. Вот, и что могу сказать по этим встречам? Здесь со стороны башкирской общественности, да, это в основном, скажем так, либо умеренно оппозиционные, либо более радикально оппозиционные нынешней хабировской администрации люди. То есть это, с одной стороны, это вот команда, группа близкая к Муртазе Рахимову, да, то есть это издание про Уфу, сейчас называется «Пруфы». И, скажем так, представители башкирской интеллигенции, такой настоящий, это в лице вот Тимура Мухтарова, Искандера Шакирова и остальных. Но что могу сказать, здесь эти люди действительно не могут в полной мере отвечать за ту политику, которая ведется на сегодняшний день в Башкортостане, потому что они не представляют ни сами власти Башкортостана, ни ту группу так называемых этномиссионеров или башкирских, правильно будет, этномародеров, которые занимаются вот этой башкиризацией татар. И поэтому вроде как это, знаете, это все равно, что сейчас мы сядем и будем обсуждать там проблемы внутренние, там, не знаю, внутрифранцузские проблемы вдвоем вот с Дамиром Ивлевичем, абсолютно не понимая
этих проблем внутри Франции и не представляя ни одну из этих сторон, которые там могут быть. Вот это примерно такая же ситуация. Но в случае, допустим, с рахимовцами, здесь, конечно, некоторый момент есть, а именно в чем? В том, что как бы они ни говорили о том, что вот эта проблема как бы высосана из пальца, этой проблемы не существует. Кстати говоря, вот в отличие от Тимура Мухтарова, вот их позиция была как раз в этом и заключалась, что проблемы нет, она искусственна, она высосана, и поэтому на нее не стоит обращать внимание. Но в то же время я напомню о том, что вот этот сайт Proof, он не только связан с бывшим главой Башкирии, первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, при котором, кстати говоря, и начались все эти проблемы татаро-башкирской, но и самое главное, на странице своего издания, они, несмотря на то, что они отрицают, к примеру, в стенограмме от 26 апреля Рахматов говорит, что в интернете, вот на своем издании, они изначально отказались от участия в этой татаро-башкирской проблеме и не обозначивают свою позицию по переписи. Я скажу, что это вранье. Вот Рамиль Рахматов сейчас врет, нагло врет. Почему? Потому что все вот эти годы во времена Хамитова на страницах издания Proof велась такая антитатарская пробашкирская пропаганда вот тех же родов, того же северо-западного диалекта. И даже с приходом Ради Хабирова, я напомню, там всегда, не только в начале они лояльно относились к Радио Хабирову, но и самое главное, вот в этом татаро-башкирском вопросе, они всегда выступали с прохабировской позиции, с позиции администрации Хабирова. К примеру, вот когда вот запретили проведение татарского диктанта осенью 2019 года, они в двух своих материалах полностью перепечатали позицию Всемирного Курултая Башкир и как бы солидаризировались с ними о том, что татарский диктант как бы нельзя проводить на территории Башкортостана в том виде, в котором они считают ее проводили. И также по позиции татарского языка, статус татарского языка в Башкортостане, они также выступали всегда с антитатарских позиций. И самое главное, еще в последние годы правления Рустема Хамитова вот эта группа создала такую организацию, как Конгресс башкирского народа, и эта организация, в том числе постоянно она публиковала свои материалы на страницах вот этого издания Proof, как она тогда называлась, да, и всегда была с антитатарской позицией, они всегда нагнетали антитатарские настроения, они всегда говорили о некой татаризации Башкирии, они всегда говорили о том, что Татарстан здесь слишком много себе позволяет, и я еще напомню, был один материал у них в период вот этих дней проведения дней Татарстана в Башкортостане в апреле 2019 года, где они также говорили, что Татарстан не должен вмешиваться в дела Башкортостана, что он не должен отстаивать интересы татар Башкортостана, и поэтому делать вид о том, что они в этом не участвуют, что они наблюдают со стороны, мне кажется, как минимум, это вранье. Это, конечно, не так. Вот я могу даже более обобщенно сказать. Когда Рахимова заместили новые люди, но вот особенно Хабиров, один из богатых татар про Хабирова сказал так. Он участвовал в борьбе против рахимовского режима, что Хабиров будет продолжать линию Рахимова, будет делать то же самое. Мы это отчетливо видим, на самом деле ничего не поменялось в этом деле. И когда вот две группировки, ушедшая группировка Рахимова вынуждена уйти, и Хабировская из-под ковра воюют друг с другом, я думаю, что это просто такая деятельность двух группировок, которые оба хотят сидеть у власти, но их политика будет неизменной, одна и та же политика это. И мы это отчетливо видим. По отношению к татарам Башкортостана. Да, по отношению к татарам. И вот здесь самое любопытное у тех политтехнологов, журналистов, которые со стороны Башкирии участвовали, от них прозвучала очень интересная фраза, я на это обратил внимание, о том, что Хабиров имеет высоких покровителей в московском Кремле, которые настроены антитатарстански и поджуживают вот этот режим, чтобы он воевал против Татарстана. Я думаю, что это на самом деле так. И татарстанской власти на это обращают явно недостаточное внимание. Хабиров не одинок в своей деятельности, потому что его уже, вот все эти его игрища вокруг северо-западных групп в Башкортостане, татароязычных, все его игрища, они, если бы Москва захотела, были бы остановлены два счета. Но этого нет. Продолжается вся эта политика. И причем разные аргументации приводятся, чтобы эту линию проводить. И вот я хочу сказать, что в ходе этих встреч между татарстанскими журналистами и башкортостанскими журналистами
Там на самом деле башкирская сторона пыталась проводить линию о том, что башкиры вынужденно отвечали татарским наскокам. Я вот человек, который башкирской проблемой занимался долгие годы. Первая моя записка была подготовлена в 1988 году, еще 1988 году по этой проблеме. Долгие годы я занимался, и поэтому меня радикальные башкирские националисты недолюбливают и даже сравнивают с Хакимовым, что, конечно, неправильно. Скажем, в отличие от Хакимова, я всегда признавал наличие башкирской нации и собственных интересов у башкир. Когда Хакимов говорил, что башкирского языка нет, что это диалект татарского, я никогда с этим не соглашался, поэтому путать меня с Хакимовым нельзя. Но, тем не менее, как эксперт, я могу сказать, что вот эти проблемы, они длительного характера и не сегодня возникли, и поэтому говорить, что башкиры отвечают татарским наскокам, это явная ложь, потому что и вот в последнем случае, когда в связи с переписью обратно всплыли все эти проблемы, более обостренно, татарская сторона, я был свидетелем, долго держалась без ответа, просто молчала, и как, ну вот бывает же, на слона моська наскакивает, татарская сторона себя вела как настоящий слон и не отвечала. Но в определенной ситуации уже без ответа оставаться было нельзя, и вот Тарамис Латыпов в этом прямо сказал, что татарстанские власти в глазах общественности начали терять свой хороший имидж из-за того, что вот позволяли с татарами так обращаться. И поэтому мы вынуждены были начать кампанию ответную. Конечно, башкирской стороне это не понравилось, но на самом деле наша война, так называемая в кавычках, она была весьма умеренной, и политтехнологи тоже обратили на это внимание. Татарстанские СМИ, в общем-то, не особенно углублялись в эту проблематику. Сейчас, по-моему, вообще оставили эту тему, и поэтому обвинять нас в этих смертных грехах, о том, что мы такую атаку вели, я думаю, что будет неправильно. Как вот как минимум это глупо, потому что, знаете, это по принципу, мне это напоминает скорее, вот когда вот вы по улице идете, да, к вам какой-нибудь там, не знаю, грабитель пристал, он требует от вас денег, приставил нож к вашему горлу, вы пытаетесь сопротивляться, и в этом случае грабитель говорит: вот же, ты же сам начал драться со мной, да, ты же сопротивляешься, это нехорошо, и как бы ты сам виноват. Вот здесь примерно ситуация такая же, то есть башкирская сторона, она начала эту политику башкиризации татар. Она, кстати говоря, вот единственная вот из этих несколько стенограмм, я вот могу отметить, что представитель башкирской стороны Тимур Мухтаров, он прямо признал, что эта политика не вчерашнего дня, не 2 года она началась, она уже ведет 20 лет, он говорит, на самом деле не 20, а я бы сказал уже почти 30 лет. Вот, поэтому говорить о том, что это началось вчера, это невозможно, и самое главное, надо смотреть на суть вопроса. Суть вопроса в чем? В чем претензия? Претензия в том, что татар, проживающих в Башкортостане, то есть компактно проживающих в западной части Башкортостана, да, в первую очередь, пытается башкиризировать, то есть ассимилировать, сделать их частью башкирской нации. И это заключается не только в фальсификации переписи, а в целом комплексе мероприятий. И вот тогда, когда татарстанская сторона, наконец, в лице татарстанских СМИ, кстати говоря, не властей Татарстана, потому что власть Татарстана здесь постоянно, они всегда находятся где-то в стороне, и вот в лице СМИ, ряда СМИ Татарстана пытается как-то обратить на это внимание, начала об этом рассказывать, башкирская сторона уже делает вид о том, что вот, мол, Татарстан начал, они там делают войну там информационную, да, что они поднимают эту бучу, проблемы нет, извините, это самое настоящее лицемерие. Нет, извиняюсь, они не просто обратили на это внимание, они написали несколько посланий в Москву, в том числе прокуратура тоже написали, что вот татарстанская сторона там давит башкир. Да, но смысл, конкретно, если надо, наверное, прямо сказать, это касается ТНВ, то есть телеканал «Татарстан. Новый век», тогда, когда они сделали несколько сюжетов, по этой проблематике там в Москву ушло 2 доноса, да, в первую очередь там по поводу одного из сюжетов по Татаршлинскому району и в Роскомнадзор, и вторая напрямую в аппарат Кремля, то есть аппарат президента Российской Федерации. То есть они жаловались не на то, что там Татарстан, не знаю, там подкупает каких-нибудь башкирских чиновников или там подкупает общественников, то, что они там устраивают провокации, нет. Вся их жалоба заключалась, по сути говоря, в том, что Татарстан просто освещает эти проблемы. То есть
если люди татарстанские СМИ выполняют свою роль как СМИ, как журналистов, они уже, вот эти люди, они считают, что это что-то непозволительное, что это нарушает какие-то там дружбу и так далее. Извините меня, дружба это не тогда, когда одна сторона постоянно бьет, постоянно пытается унизить другую сторону, да, покушаться на их интересы, а другая должна в это время ответ молчать. Дружба это тогда, когда уважаются обе стороны. Здесь вот конкретно, возвращаясь к этим обсуждениям, я, наверное, все-таки должен остановиться на самом важном моменте, то что эти обсуждения велись, да, понятно, башкирская сторона есть, эти люди, как бы мы там, к ним не относились, но они в гуще вот этой башкирской интеллигенции, то есть они, в принципе, понимают все их страхи, все их менталитет и так далее. Но кто представлял татарскую сторону? Вот это самый важный вопрос, то есть среди вот этих татарской стороны не было ни людей, которые конкретно занимаются, то есть они в гуще вот этих проблем татаро-башкирских, ни самое главное, хотя бы представитель Татар-Башкирстана, хотя бы один человек в этой встрече не присутствовал. Поэтому мне вот эти все встречи, они напоминают разговор слепого с глухим, да. Вот за исключением Рамиса Латыпова, наверное, вот позицию Татар-Башкирстана никто на этих встречах не пытался озвучить. А самое главное, вот эти организации в лице вот редакции «Миллиард татар», я к чему вот заметил, они пытались только заболтать проблему, да, то есть там говорили о чем угодно. Там говорили, допустим, Арслан Минвалиев там в одном из своих разговоров, да, упоминать о том, что они там поехали в Уфу, там Рахматуллин угостил его медом, кумысом, ему понравилось. Ринат Билалов рассказывает, что у него там был друг в детстве, одноклассник башкир, там рассказывает о том, как они там встречались с представителями Башинформа и так далее. Ну, это все замечательно, конечно, интересно, там, кто какой кумыс пел, кто какой мед ел, но где суть вопроса, Нет, господа? Вот, извиняюсь, там все где суть вопроса? Тоже не так все просто. Вот Минвалеев как раз хвалил башкирскую молочку, башкирские курорты и призвал нам закупать этот товар в Башкортостане. При этом я подумал, а вообще-то у нас тоже природа есть, не только в Башкортостане. Он как татарстанец, кормящийся на наши деньги, мог бы похвалить и татарстанские курорты, и татарскую пищу. Пока что он кушает татарстанскую пищу, ему платим отсюда деньги. И поэтому я думаю, что это антипатриотический поступок его, на самом деле, разоблачает его истинные подходы вот к тем проблемам, которые обсуждаются. Я думаю, что на это тоже надо обратить внимание. Не зря их из реального времени изгнали в свое время. Они на самом деле не патриотичны, для них важно зарабатывать деньги на информресурсах. И вот его многочисленные реверансы в сторону про-Уфы может быть вызваны тем, что они надеются сотрудничать с этим информационным ресурсом и какие-то деньги зарабатывать. Конечно, это конспирологический взгляд у меня, но такое подозрение возникает. Более того, я думаю, что в идеологическом плане, вот в этих встречах, я Рамиса Латыпова оттуда исключаю, он себя достойно вел, в этих встречах в целом есть одна нехорошая идеологическая посылка, один посыл идеологический, сводится к следующему. Вот не зря в эти передачи был приглашен Альфред Бустанов. Бустанов, как обычно, начал говорить о том, что нации кончились уже, начинается постнация, и вообще надо себя чувствовать татарином в каком-то ином пространстве. И вот это очень совпадает с взглядами Минвалеева и Рахматуллина, которые долгое время пасли аналогичные взгляды. И они зря и не зря других людей такого пошиба приглашали. Потому что вообще-то они настроены антиреспубликанские, эти люди. Потому что пока республики есть, ядро у нации существует, а им это не важно. Может быть, у меня есть такое подозрение, они обслуживают чужие интересы весьма высокого полета, которые мечтают ликвидировать республики и нации тоже заодно ликвидировать. Когда республиканское ядро убирается, нация теряет свою силу. Поэтому я бы на месте татарстанских властей внимательно присмотрелся к этим людям и к тому, что они проповедуют. И более того, я думаю, что у людей типа Альфреда Бустанова вообще длинный зарубежный хвост тоже имеется. Поэтому, может быть, к этому хвосту тоже присмотреться надо. А то я слышал, что в последнее время ему хотят вручить чуть ли не весь рукописный фонд Татарстана, накопленный многими поколениями за долгие годы. А ведь мы знаем, что он связан с немцами, причем непонятно какого круга.
И если все наши информационные ресурсы, которые мы накопили в течение 100 лет, может быть, будем выдавать бесплатно вот этим немецким кругам, потом нам придется, может быть, ездить к ним, чтобы получить обратно эти рукописи. У нас может не оказаться чего-то, а у них будет. И вот правильно ли ходы мы совершаем, когда таким людям вручаем наше будущее? Они ведь не зря болтают на тему о том, что вот надо на каком-то широком пространстве действовать. Я не исключаю, что их вообще и Россия не особенно интересует. Может быть, они мечтают где-то оказаться в западных заграницах, причем предварительно продав наше рукописное богатство. Вот поэтому я думаю, что это окружение должно немножко быть проанализировано по поводу того, насколько татарам они и Татарстану служат. Мне кажется, что вот Информресурс, миллиард татар, несмотря на ряд положительных черт в его деятельности, на самом деле действует в определенной мере против Татарстана и татарской нации. И я думаю, что тем самым подставляется президент Татарстана. Потому что когда вот там вещали о том, что наши верхи, они собираются дружить, что они друг против друга не выступают, это же как посмотреть на предмет. Рустам Миннаханов, да, он реально предлагает дружить с Башкортостаном, но со стороны Хабирова я такого не вижу. Почему не вижу? Потому что выделяются довольно крупные средства для этномиссионеров. Вот в прошлом году мы знали, там речь шла о довольно приличных суммах. В этом году тоже выделили уже 5 миллионов рублей на деятельность некоторого политтехнологического центра. Значит, денежки даются, и эти люди потом организуют свою деятельность. И вот, кстати, приезжие оппозиционные башкирские политтехнологи и журналисты признали это. Они сказали, что там, да, может быть, 100 человек действует реально против Татарстана и татарского мира. Но они все кормятся на хабировские деньги, на республиканские. И в этом плане я бы сказал, что Рустам Нургалиевич себя выставляет как грамотного политика и нормально выстраивает взаимоотношения, он за это выступает, но с той стороны мы этого не видим. И потом у меня такой вопрос возникает. Вот, ладно, эти люди, Минвалеев, там, присовокупив к себе некоторых наших чиновников от информструктур, Белалова, Латыпова, может быть, им это поручили, но съездили и пообщались. Вроде бы дело такое полезное, но на самом деле каков результат у этой деятельности? Такой вопрос возникает. Мы же видим, что с башкирской стороны там одни оппозиционеры. Никаких реально действующих политиков нет. А Татарстану для того, чтобы решать реальные проблемы Татар-Башкортостана, надо взаимодействовать с реальными политиками. Пока что такой деятельности в Татарстане вообще нет. Она полностью отсутствует. Конгресс татар тоже не смог такую политику выстроить. И наши структуры татарские тоже там не действуют фактически в Башкортостане. И вот из-за этого люди, которые мало в чем разбираются, но лезут в такие дебри сложных проблем, и потом никаких выходов из этой ситуации не предлагают, но какой толк от этой деятельности? Мне кажется, это пустая тусовка, причем вредная. Но я думаю, что здесь на самом деле это неспроста, то, что пустая, потому что вот в этой пропаганде, в законах пропаганды, скажем так, да, в методиках пропаганды есть такая вещь, как забалтывание. Вот я считаю, что миллиард татар вот по этой татаро-башкирской проблеме, он как раз занимается забалтыванием проблемы. Ну, если рассматривать вот эти конкретно вот эти встречи. Почему? Потому что по сути вопроса, кстати говоря, да, здесь очень мало рассматривалось, да, там Рамис Латыпов пытался что-то парировать, но и он сам только поверхностно об этих вещах знает, потому что он заинтересовался этим меньше года назад. То есть о самых глубинных проблемных вещах там людей, знающих эту проблему, нет. Это первый момент. Второй момент. Меня что удивило, что вот этот момент, то, что здесь занимается забалтыванием, прочувствовала даже башкирская сторона. Вот, допустим, Тимур Мухтаров, он там неоднократно вот во время вот этих стенограмм, он говорит, мы пришли сюда послушать ваши претензии, ваши проблемы, озвучьте их, пожалуйста. И каждый раз
в ответ на вот эти конкретные вопросы, пожелания, скажем так, искренне, я думаю, что искренне с башкирской стороны, мы видим только хихоньки да хахоньки, да, в лице вот этой администрации, редакции вот этого сайта «Миллиарда татар», или вот уход на какие-то левые там темы, там, какие там тиражи у национальных газет в Башкортостане, какие-то, у кого там еще что-то подобное и так далее. То есть сама суть проблемы же не в том, как там действуют национальные СМИ в Башкортостане, Татарстане, не то насчет у кого какой мед, у кого какой кумыс, или насчет того, как мы там делим историю. Проблема конкретная, она четко обозначена, это проблема в положении татар Башкортостана. Какая к ним ведется политика государственная в лице там, властей Башкортостана, да, через Министерство культуры, через Министерство образования, через администрацию Ради Хабирова и так далее. Да. Вопрос в этом, почему вот этот конкретный вопрос не обсуждается, я считаю, что это только просто забалтывание проблем. Эти люди туда пришли для того, чтобы заболтать. Потом, допустим, говорят, тут да, есть конкретные вопросы, допустим, по стеллам, да, вот, допустим, здесь задается вопрос вот, в ходе этих обсуждений по стеллам. Что же мы видим? Вот представитель вот этой рахимовской группы Рамиль Ахматов, он вначале говорит, ну это, говорит, не важно, это просто распил. Когда у него конкретно спрашивают, ну они должны стоять, нет, почему их нету, допустим, в башкирских районах? Он говорит, ну пускай стоят. То есть мы видим, что на самом деле, приглашая вот эту даже якобы оппозиционную сторону, да, по отношению к нынешним властям Башкортостана, эти люди на самом деле являются оппозиционерами ситуативными, то есть по татаро-башкирскому вопросу они никакими оппонентами не являются, то есть они в целом поддерживают вот эту хабировскую политику в отношении татар-Башкортостана. И я поэтому почему говорю не только по вот этой стенограмме, но и потому, что вот это издание про Уфу, оно всегда предоставляло площадку для вот этих этномиссионеров, этномародеров, и до сих пор продолжает ее предоставлять для тех Салаватов, Хамидуллин, Юлдашев, Юсуповых. Это и противная сторона, да, то есть татарстанская сторона то же самое. Арслан Минвалиев, Рахматуллин, они раньше работали в издании «Реальное время». Так вот в издании «Реальное время», тогда, когда они там работали, там постоянно шла такая башкирская антитатарская пропаганда. Там печатался и Салават Хамидуллин постоянно, там у него бралось интервью и с Рауфой Рахимовой, причем авторами вот этого интервью был Тимур Рахматуллин, и я как журналист, который занимается так журналистской деятельностью, могу сказать, что настоящий журналист так интервью не ведет. Они были полностью комплементарны, то есть там не задавалось никогда острых вопросов, там они полностью были в лояльном отношении к этим интервьюируемым. И сам Рахматуллин, когда уже в свою очередь берет, допустим, интервью у татарской стороны, да, допустим, у того же директора Института истории Салихова, всех остальных, он там уже ведет себя как настоящий журналист, он старается задавать острые вопросы. Но тогда, когда дело касается башкирской стороны, он всегда перед ними расшаркивается, абсолютно лоялен и так далее и тому подобное. Вот в том же «Миллиарде татар» я почему говорю, потому что там изначально была такая политика, скажем так, антитатарская. Я конкретно обращался к редактору Арслану Минвалиеву, говорю, почему вот у вас там позиции каких-то нагайских активистов, башкирских активистов высвечивается, или там позиция Харуна Сидорова, да, которая выставляет себя как русский мусульманин, но в татаро-башкирском вопросе он полностью на стороне башкир. Почему, говорю, нету позиции татар-Башкортостан? Они мне что говорят? Мы типа не обязаны, пишите нам какие-то там публикации, но извините меня, здесь у этих людей вы берете интервью, вы постоянно берете их позицию, а почему татарская сторона должна писать для вас какие-то публикации? Это вообще-то ваша работа, вы пишите, вы берите экспертные оценки, но этих экспертных оценок с татарской позиции нет. Поэтому собирать такие мероприятия, я считаю, что это не просто пустое дело, но самое главное это забалтывание проблемы, потому что у стороннего наблюдателя, который вне вот этого татаро-башкирского контекста, сам главный не житель Башкортостана, у него складывается впечатление, что это проблема не глубокая, не политическая, которая может в будущем стать таким миной замедленного действия. А это какая-то там проблема, не знаю, дележа Чак-Чака, там, Сабантуи, да, какие-то такие мелкие склоки каких-то там мелких людей. На самом деле проблема очень глубокая, она политическая, и сейчас она уже на самом Башкортостане дает свои самые-самые горькие плоды. Вот я хочу еще раз специально оттенить такой аспект проблемы. Конечно, Рахматуллин и Минвалиев – это люди особой категории. Я по поводу Рахматуллина имею достаточно обоснованное подозрение, что он просто подкармливался со стороны Уфы и фактически был их рукой в Татарстане. И сейчас вот этих людей затаскивать сюда, я думаю, что это совершенно неумно. И по поводу Минвалиева я хочу специально сказать, что
Так как он в проблемах глубоко не разбирается, но хочет показать себя очень умным человеком, я могу сказать, что его пассаж по поводу того, что историки пусть сидят в своих узких мирках, они еще не смыслят современности, я думаю, что сам по себе этот пассаж не умен. Потому что я как историк могу сказать, что мы ситуацию в Башкортостане как историки тщательно изучали. Вот Ильнар Гарифуллин написал даже диссертацию на эту тему. И поэтому эти наши работы, которые были сделаны как научные работы, весьма полезны для понимания того, что происходит в Башкортостане и для прогнозирования будущего. И поэтому не Минвалееву нас учить. Это мы его можем подучить чему-либо, потому что то, что они увидели и начали заниматься, мы уже давно увидели и обо всем этом написали. И если они себе не дают труда прочитать то, что написано, это их проблемы. Но самое главное, там постоянно сквозит, что мы только там, в Татарстане никто не подозревал об этих проблемах, мы только начали изучать и так далее. Это же на самом деле полная глупость. Ну, потому что они не знают литературу соответствующую, публикации надо же читать и анализировать. Этого нет. И вот на самом деле, если обобщить действительно то, что происходило на этих тусовках, так их назовем, хотя они себя громко назвали интеллектуальным клубом, то ничего содержать там действительно не было. Они не смогли выдвинуть ни одну идею по поводу того, как решить проблемы татар в Башкортостане. Ни одной идеи нет. Перечисление есть некоторых проблем, но и то их сделал Рамис Латыпов. Он их перечислил, но выход из ситуации не обнаруживается. Я думаю, что самый главный вопрос, вот, относительно которого мы должны сейчас вести наши разговоры, интеллектуальные, это как раз выход из ситуации, которая сложилась в Башкортостане. Она очень опасная, просто недооценивают наши политики татарстанские, что в дальнейшем это может сильно выстрелить. Там же, и это признали даже уфимские эксперты, которые приехали, там же вот эти дела не закончатся с завершением переписных дел. Это будет иметь продолжение. Достаточно заглянуть в стратегию развития башкирского народа, официальная стратегия, и мы увидим, что все проблемы, которые вот мы сегодня обсуждаем, там заложены как государственная политика Башкортостана. И, конечно, татарстанские власти должны, как ответственный субъект, ответственный за всю татарскую нацию субъект, должны на это реагировать на политическом уровне. Все эти проблемы, которые есть в Башкортостане, есть политические проблемы. Потому что проблема языка татар Башкортостана, проблема северо-западного так называемого диалекта, проблема возникновения новых общностей типа родов на северо-западе Башкортостана. Это же политические вопросы. Там в ядре проблем лежит простая историческая истина. На северо-западе татар и башкир отделить друг от друга невозможно. Это одно сообщество, одно татароязычное сообщество. Как бы ни крутили там некоторые политтехнологи, этномиссионеры, этот вопрос надо решать вкупе. Поэтому татарстанская сторона, татарская нация в целом является важной составной частью вот этого процесса дальнейшего планирования деятельности нашей в российском масштабе. И на это должны обратить внимание и российские власти, потому что наускивать политтехнологов, чтобы возникла вражда между двумя субъектами, это не самая умная политика, которая может вестись в Российской Федерации. Если мы хотим федерацию сохранить в целостном виде, мы должны, наоборот, попытаться, используя федеральные ресурсы, решить существующие проблемы. Их решить можно, и варианты предлагались и ранее. Я думаю, что для дальнейшего мы как раз должны будем обдумывать вот эти аспекты существующих проблем. Мне кажется, что вот по поводу этих круглых столов обсуждения нам еще надо провести еще одну, может быть, даже две передачи. Да, это вопрос, конечно, с этими круглыми столами он интересный, но самое главное, я хотел бы сказать, что это издание «Миллиард татар», оно как бы на самом деле по своей сути это правильное, то есть идеология их вот создания, то, что для чего это нужно, то, что нужны ресурсы, где должно быть больше контента про татар, про татарский язык, про татарскую историю, про современность татар, это все правильно. И в целом мы, конечно, как эксперты одобряем создание таких проектов, но когда создаются такие проекты, они должны отдаваться в правильные руки. И самое главное, должен быть некий контроль, да, за тем, как это все осуществляется. Потому что это не частное издание, это
издание, которое контролируется Татар-Информ, то есть государственным изданием, на наши с вами деньги, на деньги налогоплательщиков Татарстана. Татмедиа контролирует. И Татмедиа, да. Ну, Татмедиа это государственная структура, то есть на наши налоги существующие, поэтому мы вправе предъявлять такие конкретные претензии к ее деятельности. Это, как говорится, не какие-то там мелкие личные склоки, это конкретный контроль за расходованием государственных средств, на что они идут. И самое главное, раз они существуют на татарстанские деньги, они должны в конце концов отстаивать интересы татар и Татарстана, да, в первую очередь. Понятно, что должно быть множество мнений, это все понятно, но, допустим, вы когда приглашаете тоже издание про Уфу, да, редакцию, извините меня, это издание, оно вообще никогда не отличалось неким таким принципом, да, над схваткой, да, некой такой нейтральностью. Она всегда была с четкой пробашкирской позицией, конкретные, хотя это, кстати говоря, частные издания, в общем и целом не государственные. Поэтому мы даже от этого и не требуем, на самом деле, от «Миллиарда татар». Мы хотим, чтобы она была более объективным, но заниматься антитатарскими вещами, антитатарской пропагандой, да, в конце концов забалтывать самые важные вопросы. Причем, я даже вот еще раз говорю, я вот со стороны некоторых башкирских экспертов вижу искреннее желание понять суть проблемы, услышать ее, но со стороны редакции «Миллиарда татар» почему-то идет забалтывание вопроса, идет какие-то мелкие, отсылка на какие-то мелкие вопросы и так далее и тому подобное. И поэтому я считаю, что так в дальнейшем продолжаться не может. Под конец я специально хочу сказать, что мне кажется, Минвалеев и его команда путают частные свои интересы с интересами национальными и государственными. Вообще-то они частные лица. И у них есть свои информструктуры, но мне кажется, Татмедиа и чиновники, которые отвечают за информационные дела у нас, должны смотреть, куда эти частные лица ведут на государственные деньги, какую они политику выстраивают и какую линию поддерживают в своей деятельности. Мне кажется, президент Татарстана тоже должен внимательно присмотреться к деятельности «Миллиарда татар». Тем более этот информресурс ему был презентован и, насколько я понимаю, получил его поддержку. А вот дальнейшего контроля над ресурсом фактически нет. Или он ослаблен. Я думаю, что контроль необходимо усилить. При нынешней ситуации, мне кажется, правильно, наверное, назвать этот ресурс не «Миллиард татар», а «Миллион татар», потому что, мне кажется, создатели вот этого, даже не создатели, редакция вот этого сайта, она ведет, наверное, свою цель, чтобы татар стал всего лишь 1 миллион, потому что она отвергает все вот эти самые важные наши проблемы и вопросы. Ну, все.